Строительство второй очереди современного стационара в Якутии идет согласно графику. Обещают, что он будет оснащен по последнему слову техники. С ходом работы ознакомился Денис Тишин. Через 3 года в Якутске планируется открыть вторую очередь онкодиспансера. Это будет новое здание на 180 койко-мест. На сегодня стационар основного корпуса медучреждения уже не может принять всех нуждающихся в госпитализации пациентов. Сегодняшний день ведутся работы, вот как видите, армирование сокольной плиты с ростверками. Устанавливаются вот сваи 4-го блока. Из 131 сваи установлены 67 свай. И работы идут по плану. На строительство второй очереди онкодиспансера из республиканского бюджета в общей сложности планируется выделить 529 миллионов рублей. Также в следующем году на возведение нового здания медицинского учреждения направят дополнительные средства уже из федерального бюджета. Система для локальной гипертермии Цельсиус германского производства. Он предназначен для усиления эффекта лучевой терапии. В кабинетах радиологического отделения основного корпуса онкодиспансера только самое высокотехнологичное и очень дорогое оборудование. Его стоимость десятки, а то и сотни миллионов рублей. Речь идет о таких уникальных аппаратах, как гамма-терапевтический Aerotrон Equinex 100 и новейший линейный ускоритель Electa Synergy. С их помощью можно лечить самые различные онкологические заболевания. Терапевтический аппарат, он работает уже с природным источником ионизирующего излучения. Линейный ускоритель здесь получается пучок ионизирующего излучения, он генерируемый. И одно из отличий – это наличие многолепесткового коллиматора, которое позволяет проводить высокотехнологичные методы лечения, такие как АМРТ и ВИМАТ. Радиологическое отделение Якутского республиканского онкодиспансера открылось после реконструкции в конце декабря 2018 года. Сегодня медицинское учреждение полностью соответствует современным стандартам лечения и пребывания онкобольных. Для оборудования с радиоактивными источниками построены специальные каньоны. Для удобства пациентов разработана специальная информационно-навигационная система. А в каждой из 30 палат есть санузел и душ. Условия стали лучше. И раньше было хорошо, а стало еще лучше. Теперь у нас в палатах есть санузел, душ. Медсестры и врачи относятся к нам очень уважительно. Отныне жителям республики не нужно ехать за высокотехнологичной медицинской помощью в другие города России. Весь комплекс лечебных услуг можно получить в республиканском онкологическом диспансере. Лечение наше полностью соответствует потребностям современной радиотерапии и по численности, и по качеству. И наши пациенты благодаря этому могут уже не ездить на высокотехнологичную медицинскую помощь, поскольку мы можем ее оказывать здесь на месте. Реконструкция радиологического отделения онкодиспансера была выполнена в полном соответствии со всеми строительными нормами и правилами, уверяют в службе госзаказчика Республики Саха-Якутия. Новое здание медучреждения будет возведено на таком же высоком уровне. Денис Тишин, Джулстан Иннокентьев, Якутск.